Добрый день. Сегодня у Чегемской правды, вот мы обычно привыкли писать, да, о чем-то или интервью брать, но слава богу, наверное, как бы технологии развиваются, и газета сегодня тоже может как бы делать и видеоинтервью, и мы пользуемся этой вещью. И сегодня у нас в гостях лидер объединенной оппозиции Адгур Ардзинбай, и мы будем, конечно, говорить о сегодняшнем моменте, конечно, еще вспомним о каких-то вещах, которые были в прошлом. И начну, наверное, с самого болезненного, с энергокризисом. И я вот где-то вчера прочел, что вы его охарактеризовали как спланированное. Ну, во-первых, добрый день, Инал. Кризис искусственно создан. Да, это вообще, если говорить о энергетике в целом, наша система, она проблемная, это всем известно. Проблемы, природа возникновения этих проблем всегда разная. Есть климатические, есть технические, а в данном конкретном случае, вот последнее, это чисто человеческий фактор. Это решение, которое было принято, оно, если мягко сказать, это, знаете, решение, которое было принято на основе умножения некомпетентности и отсутствия логики. Почему? Объясню. Энергетическая система Абхазии имеет определенный лимит. Несмотря на изношенность, несмотря на то, что есть определенный процент выработки электроэнергии, общий процент выработки, общее количество выработки электроэнергии порядка 4 миллиардов киловатт. Общее. Из них мы потребили вот в прошлом году, если только говорить об Ингургэс, 1 миллиард 700 с лишним киловатт-час. Плюс еще мы получали переток. В целом мы потребили около 2 миллиардов киловатт-час. Если эти 2 миллиарда переложить на общую выработку Ингургэс, то мы вышли на 50% объема. То есть если удовлетворить те объемы потребления, которые мы сегодня имеем, то мы уже выходим на 50%. Хотя нам известно, что у нас есть некая договоренность 60/40. Исходя из вот этой действительности, принимать решение о том, что надо легализовать майнинг на территории Абхазии, это полный абсурд. Никаких расчетов, никаких обсуждений это решение, когда его принимали, не было. И, честно говоря, до сегодняшнего дня мне логика непонятна. В массовое сознание внедряется понятие о том, что в 2018 году было принято решение о запрете, но не было решения о ввозе оборудования. И, кстати, почему у меня вот этот вопрос? Я вам скажу, как вообще возникло это решение. Решение о запрете, опять же, запрете недеятельности на территории Абхазии, о запрете подключения к энергосетям Черноморэнерго. У нас есть Сухумгэс, объект, который находится в аренде, и там нет никаких проблем. Они могут заниматься этим видом деятельности. Но сети Черноморэнерго, они были под запретом. Запрет на ввоз не был сделан. Наверное, это тоже в какой-то степени, да, это можно воспринимать как критику, но когда есть запрет на деятельность Инала, ни один предприниматель на 30, 40, 10, 20 миллионов рублей оборудование не привезет на свой страх и риск. В декабре 2018 года у нас запретили майнинг, при этом оставили ввоз оборудования. И как бы этот ввоз оборудования объяснялся тем, что это вот как бы в Сухумгэсе у нас там стоят криптофермы, и вот для них вот специально мы сделали эту лазейку. Но все-таки под эту лазейку в страну въехало, наверное, огромнейшее количество, где хватит на 10, наверное, Сухумгэс, мне кажется. Отчасти согласен, но если самая большая проблема была в том, что есть запрет на деятельность, но нет запрета на ввоз, тогда почему сейчас, когда принимали решение, не сделали запрет на ввоз, а сделали 30-дневные каникулы на ввоз оборудования?
Для кого это было сделано? Ну, я есть, вот все время, да, я удивляюсь. А теперь вам про цифры. Вот есть цифры, факты, от которых мы никуда не денемся. Если взять, это таможенные данные, которые были озвучены в парламенте. Если взять динамику 16-19 год, 23 тысячи с небольшим, да, или 21 тысяча с небольшим единиц оборудования, если перемножить на киловатт-часы, можно понять, что больше половины это ушло на Сухумгэс. За период 2020 года было ввезено оборудование только по данным таможенной статистики практически на 100 мегаватт электроэнергии. Причем это оборудование ввозилось, мы же знаем, о чем мы говорим, это ввозилось оборудование по негласному распоряжению власти, или первых лиц, вторых лиц, третьих лиц, я не знаю, кто там давал добро, но люди никогда, если стоимость оборудования перевести в рубли, это порядка 1 миллиарда с небольшим, там 1 200 000 000. Никто бы не привез на такую сумму оборудования, не имея конкретных согласований с властью. Негласное добро было дано. И уже с первых дней, даже после выборов в марте, я помню, уже тогда разговоры шли о том, что да какой март, еще вот после вот январских событий, уже в народе, мы общаемся все, что уже было понятно, что будет легализован майнинг. Это об этом все говорили. И вот это решение о том, что надо легализовать, оно привело к текущей сегодняшней ситуации. Потому что колоссальная, вот 100 мегаватт электроэнергии, если перемножить на киловатт, это почти 20%. Да, это получается 870 примерно миллионов киловатт-часов в год. 30%. Вы представляете? То есть если взять выработку, то, что Ингургэс может дать Абхазии, если 60 на 40, это порядка 1,6 миллиардов киловатт-часов. А мы ввезли оборудование, дали добро ввести оборудование на 100 мегаватт. То есть 870 миллионов киловатт-часов. Ну где в этом логика, понимаете? Вот о чем идет речь. Теперь как выйти из этой ситуации? Эта команда, та команда, которая имеет отношение к легализации, та команда, которая имеет отношение к негласному стимулированию ввоза, она с этой ситуацией уже справиться не в состоянии. Объясню почему. Потому что когда человек вам звонит и говорит, я привезу оборудование там, на 30 миллионов рублей, и ты ему говоришь, да, мы легализуем майнинг, привози, и он, надеясь на вас, привозит оборудование, тратит большие деньги. И в один момент вы ему говорите, запрет, работы не будет. Естественно, у него возникают обоснованные претензии к вам, как к лицу, должностному лицу, который будет отвечать, наверное, перед ним. Я так считаю. Есть разговор о том, что государство там должно кому-то что-то компенсировать. Я так не считаю. Пускай компенсируют те лица из личных средств, которые ответственны за это решение. Безответственное решение. А это ребята не бедные, у них там найдутся деньги, я думаю, что они разберутся. Но какой выход все-таки вот сейчас, как бы стабилизировать энергетическую ситуацию в стране? Вот в ближайшей перспективе и там в далекой. Запрет, не временный запрет, а постоянный запрет. То есть до снятия ограничений, вот, которые есть в энергетике, эти ограничения вот, по той программе, которую мы планировали к концу 2019 года, когда мы утверждали программу 2022, инвестпрограмму, мы заложили большой объем средств на энергосистему. Там порядка 1 миллиарда 700 миллионов российских денег. Плюс к этому мы заложили еще возможности для того, чтобы на базе собственной программы, мы разработали вместе с Черноморэнерго программу развития энергоотрасли за счет собственных средств, то есть дотаций. И вот эти две дороги привели бы нас в течение 2,5-3 лет к ситуации в энергетике, где она была бы сложная, но стабильная. Вот такая у нас была цель. О чем идет речь? 1 700 000 000 с лишним было бы направлено на распределительные сети, на низкая сторона так называемая. Сформированная прибыль за счет освоения этих средств плюс дотации из собственных источников позволили бы нам отремонтировать вот тот участок Ачигвара, там порядка 100 с небольшим миллионов надо потратить, это высокая линия. В течение 3 лет мы планировали предусмотреть средства в бюджете, в расходной части на установку счетчиков и так далее, и так далее. То есть у нас именно вот такая была программа. Но это насчет сетей, а генерация, откуда брать энергию, если у нас ее уже дефицит?
Нет, у нас, кстати, если на душу населения говорить, то у нас вот тот объем выработки, который есть сегодня, он вполне достаточно. Просто нужно вот эти естественные потери за счет износа оборудования сетей, их устранять, тогда это будет достаточно. Но опять же, без майнингов. Ну хорошо, все равно, даже если мы эти сети приведем в порядок, все равно экономика должна развиваться, у нее какие-то должны быть запасы энергоресурсов, и одной Энгургес уже явно не хватает. Почему вот все эти годы у нас, ну там Резо Зантария, как бы, когда возглавлял Черноморэнерго, он как-то взял этот Сухумгес, восстановил его. Но он сейчас тоже, как бы сказать, что работает на абхазскую экономику сложно, потому что это он работает там на майнинг. Да? Почему другие гидроэлектростанции, там куча абхазских, на территории Абхазии было расположено советских электростанций, малых ГЭС, которые, в общем-то, так и стоят вот в таком неработающем состоянии. Почему бизнес наверняка интересовался, почему вот это все так и осталось? Объясню. С точки зрения инвестиционной привлекательности, на данный момент из гидроэлектростанций, ну если их так можно назвать, это наиболее перспективно, это перепадные ГЭС, 3. Вот их 4 всего, одна работает, 3. Но тут тоже нужно понимать, Инал, при том тарифе, который сегодня существует, инвестиционная привлекательность, она отсутствует. То есть человек, который вложил деньги, он должен за счет чего-то их вытащить. Но опять же, возвращаясь назад, тот объем электроэнергии, который вырабатывается сегодня на Ингургэс и на первой перепадной, и вот та доля, которая идет на Абхазии, с внедрением тех элементов, о которых я говорил, это нам достаточно было бы прожить с учетом роста экономики, с учетом всех запросов, ну, как минимум еще 10 лет. Это мы так именно и планируем. На данный момент надо полностью запретить майнинг. То, что сейчас идет, это профанация, она, ну, вот мы видим по телевизору, приехали, опечатали ферму. Тумблер спустили курок, наклеили. А что мешает взять этот тумблер, снять и новый тумблер поставить? Ну, это же у нас всегда ж так было. Ну, вот вы в конце 2018 года, когда ввели запрет, сколько ферм закрыли? Такая же вот куча ферм, которые, я знаю, работают несколько лет. И никто им не мешал. Много закрыли. Ну, я с вами соглашусь. Подавить полностью эту проблему не удалось. С исполнением у нас всегда проблема. Но мы на том этапе вот эту критическую составляющую остановили. Почему возникло это решение? Черноморэнерго обратилась к нам с просьбой сделать нормативный акт, который запрещает, потому что там очереди в приемной у генерального директора Черноморэнерго каждый день. Дай подключение, конфликты. И тут появился документ, который ему давал возможность сказать, что есть запрет, ребята, все, закончилось. Наша задача была на том этапе, конечно, надо было закрыть, и мы этим тоже занимались, но остановить вот этот вот поток. Как только сейчас появился первый какой-то намек на то, что будет легализовано, вы же помните кадры на границе, как мандариновый сезон в одну сторону фуры, в нашу сторону стояли очереди с фурами, с оборудованием по майнингу. Этого же не было в 2018 году, в 2019 году. Почему? Потому что был запрет. Фермы, конечно, какие-то, наверное, работали. Но это вопрос к правоохранительным органам. Им при мне президент давал несколько раз поручения. У нас в Абхазии, к сожалению, да, присутствует определенная каста, может быть, неприкасаемых каких-то людей. Но это, всегда у нас было. Это проблема такая перманентная. Но как бы вот баланс был, и ситуация не выходила вот в зону критической. Сейчас, на данном этапе, когда мы вот дали толчок такому рывку развития этой отрасли, вот мы видим, что у нас и происходит. Хорошо, оставим как бы энергосистему, хотя вот она все-таки, как бы вот это, все, что связано с энергетикой, так или иначе входит вот в такую достаточно сложную проблемную вещь, как 45 пунктов
программы по гармонизации законодательства Абхазии и Российской Федерации. И вот то, что сейчас, допустим, происходит с энергетикой, ну, допустим, одно из объяснений, то, что все-таки есть такая некая предпродажная подготовка для того, чтобы на этот рынок, на абхазский рынок пришли российские компании, взяли энергосети, дали им возможность приватизировать все эти перепадные. Я вообще хотел бы все-таки не конкретно об энергетике, а вообще о проблеме, да, вот российско-абхазских отношений. Все-таки вот там очень много пунктов, которые там уже, наверное, десятилетия гуляют, да, вот. Например? Ну, например, то, что было связано с недвижимостью у нас. Сейчас этого пункта нет, да, но он в воздухе есть, да, о двойном гражданстве, в общем-то, тоже как бы уже достаточно давно. Энергетика тоже, начиная там с Дотта, когда приезжал руководитель Интеррау, который потом впоследствии сел в тюрьму. То есть все-таки есть такая как бы есть такой набор, в общем-то, таких проблем российско-абхазских отношений, или там, я не знаю, лотов, может быть, да, которые у нас вызывают озабоченность, но при этом мы не имеем своего варианта. То есть это вот есть российский план, а свой вариант мы в любом случае как бы говорим нет. И все там, или это не популярная тема, а своего видения по большому счету нет. Почему так происходит? Ну, вообще это очень интересное направление. Почему так происходит? Это широкий пласт вопросов, но если судить, то вообще в целом отношения Абхазии и России, они находятся за рамками какой-то такой дорожной карты, общего видения. То есть договора, есть договор 2008 года, есть договор 2014 года, есть большая широкая договорная база. Но в целом, если обобщить, вот мы с вами выйдем на улицу сейчас и спросим простого гражданина, что есть Россия для Абхазии? Скажите 5 тезисов, 5 предложений. Или выйдем в Россию у простого гражданина, скажем, что есть Абхазия для России. Ну, вряд ли вот 3, 5, 10 человек ответят одинаково. То есть вот этого широкого понимания в массах, ну да, союзники, да, братский народ, да, общее прошлое и так далее. Но к чему мы стремимся? Что мы хотим достичь? Вот этих вещей, к сожалению, ну, мы как-то их не сформулировали за это время. И в большей степени это наша вина, потому что Россия большая страна. И когда вот я слышу там, вот сейчас в Молдове выборы прошли, вот в заголовке «Россия потеряла Молдову», да? Это не Россия потеряла Молдову, это Молдова потеряла Россию. Это тоже так можно повернуть, понимаете? Кто больше в ком заинтересован. И здесь надо трезво подходить. Я понимаю, мы все патриоты, мы все любим свой народ, свою государственность, но есть еще и прагматический подход. Что касается тех вот наболевших вопросов, они возникают почему именно? Вот когда нет вот этой общей генеральной линии, стратегической, на высшем уровне, возникают всякие такие, туда лезут в эти отношения всякие проходимцы, всякие, вот, это имеет место быть. Я имею очень большой опыт, я уже больше 10 лет работал в этой системе, и в российских абхазских отношениях, в экономическом плане, я во всех переговорах участвовал. Вот вопрос недвижимости. Где он возник? Природа откуда? Откуда? Отсюда, из Абхазии. Вы думаете, что это в Москве кто-то сидел? Это некий инвестиционный проект, который еще в 2000, если я не ошибаюсь, там, 2010 или каком-то году пытались реализовать. Это там апартаменты, жилье. И когда-то опомнились, что у нас, оказывается, нельзя жилье продавать. И вот оттуда это природа этого вопроса. Это сугубо частный интерес. Ну, все равно, мне кажется, там в России было популярно иметь там домик на море там и так далее, вот эта идея. У нас популярно, может, и было, но вы знаете, вот я не вижу вот этого бума в Крыму, например, я там часто бываю, в Сочи после Олимпиады вот определенный бум был, сейчас этого нет. То есть вот, это не это. То же самое, что касается энергетики. Я же помню, как наши некоторые деятели, суперменеджеры ездили в Москву, договаривались, у них какие-то были свои, видимо, амбиции. Вот эти все вопросы имеют вот такую природу. Потом, когда они попадают в обойму уже
там, межгосударственных отношениях, конечно, они становятся уже болевыми. Вот такая природа возникновения этих вопросов. Сегодня в этом плане, который подписал президент, там есть вопрос об энергетике. Но он поставлен неправильно. Там, о привлечении инвестиций, о возможности по привлечению инвестиций. А как привлечь инвестиции, если у нас все государственное? Вот. Я вот не очень пойму. Инал, давайте так по-другому поставим вопрос. Мы с вами два инвестора и хотим вложить в определенное дело деньги. Мы эти деньги для чего вкладываем? Есть же разница между меценатом и инвестором. Если мы с вами инвесторы, мы хотим получить прибыль. Чтобы мы получили в энергетике, мы с вами уже об этом говорили, прибыль, мы должны иметь определенный тариф, определенную возвратность этих средств. Чтобы был определенный тариф и возвратность, здесь надо поднять тариф на электроэнергию и обеспечить платежи всего населения. Вопрос. Если мы можем поднять тариф и обеспечить платежи всего населения, зачем нам инвестиции? Мы можем это сделать так и сохранить это все в госсобственности и развиваться. Ну, значит, есть какой-то другой подтекст. Ну, может быть, не исключаю. Я даже больше вам скажу. Есть уже, я знаю достоверную информацию, там кто-то раскатал губу на перепадный ГЭС, там уже есть определенные намерения разного рода инвесторов. Опять же, это не те инвесторы, которые входят в пул там, государственных российских компаний. Это не Сечины, определенные групповые местечковые интересы. Я просто, пользуясь случаем, хочу передать этим товарищам нашим здесь местным слова о том, что ну, это бесперспективная экспедиция, никто это им сделать не позволит. Если кто-то там хочет взять в аренду перепадные ГЭС, это все будет сделано прозрачно, открыто, все должны понимать, на каких условиях, кто конечный бенефициар и так далее. По-другому здесь вообще быть речи не может. Что касается недвижимости, у нас вот тема апартаментов очень часто звучит в последнее время, хотя в России Минстрой предложил вообще запретить это дело. У нас нет ограничения в Абхазии на строительство апартаментов. Такого ограничения нет. Все, что касается недвижимого имущества в коммерческих целях, никаких ограничений. Даже на владение нет. Юрлица, да. А это делается по-другому. Вот строятся апартаменты, и российский гражданин может приобрести долю в этом юридическом лице, выраженную в квадратных метрах в этих апартаментах. То есть вот незнание глубины вопросов, незнание подтекста, оно всегда, иногда вот так вот в некрасивом формате это все подсвечивает. Хорошо, вот я помню, когда выборы закончились, последние наши выборы, да, и такое что-то было такое необычное все-таки для абхазской политической жизни, когда проигравший кандидат поздравляет победившего и такие реверансы взаимные. Сейчас какие отношения у вас с Бжани? Ну, я вам так скажу. Что касается наших действий, мы действительно, ну, может это звучит пафосно, мы, когда я говорю, это широкое, это и вы относитесь к этому понятию. Мы, наверное, политики нового поколения. И мы хотим формат политической борьбы, если так можно сказать, политической жизни Абхазии сделать более цивилизованным, более удобоваримым для взгляда извне хотя бы. Но это стыдно уже, понимаете, ну и Пхащаров в наше время вот бегать с цапками, значит, вокруг администрации президента, не признавать итоги голосования, постоянно перманентная война, борьба, ну это надоело. Поэтому вот эти наши попытки были в этом направлении. Дальше формировалась команда. Мы, если вы обратили внимание, где полгода абсолютно не реагировали, хотя поводов было более чем достаточно. Ну, мы дали возможность сформировать команду, как... А предлагали участвовать в этом? Конечно, предлагали. Но я считаю, что объединение народа — это не объединение за счет распределения кресел. Помните, 15 декабря, когда был митинг оппозиции, когда сошлись на том, что надо разделить кресла, и вот все хорошо. Должность генпрокурора. Да, ну какие-то там... Места да. в Конституционном суде. Там, да, это не принципиально, Инал. Объединение должно происходить следующим образом. Я так вижу, могу ошибаться. Собираются основные политические акторы, обозначаются конкретные задачи, которые стоят перед страной, обсуждаются пути их решения, и уже потом, продиктованные решением этих задач
и пути решения уже определяются игроки, там, портфели, и ведь оппозиция ни на что не претендует, ради бога. То есть это не обязательно условие. Но главное условие, я об этом сказал, когда поздравлял, я на этом до сих пор, что если власть действительно собирается делать что-то такое, что принесет пользу, но сложное, непопулярное, я лично буду поддерживать. Но мы этого не видим. И сегодня возмущение, большое возмущение в обществе присутствует, оно обоснованное. Хотя и на выборах, я об этом говорил, Инал, если вы помните, и люди должны уже это начать понимать. Политическая культура, когда мы критикуем друг друга, политиков, но ведь есть еще и обратная сторона. Почему политики нечистоплотные и иного характера люди, которые короткие задачи, почему они успешны? Они пользуются поддержкой людей. Ну, вот я задаю вам вопрос, Инал. Мы для того, чтобы победить выборы, ни с кем не заключали никаких коалиций. Ни один член моей команды даже не знал, кто будет премьер-министром в случае победы. Я считаю, это правильно. Потому что президент Абхазии, учитывая ее тяжелое кризисное положение, он должен прийти во власть максимально с развязанными руками. Тогда у него появляется теоретическая возможность решить хотя бы половину накопившихся проблем. С другой стороны, там, допустим, союзов не заключаете, но люди, которые там приходят в ваш избирательный штаб, так или иначе, там, мне кажется, альтруизма, наверное, минимум. Есть люди, которые чего-то хотят, претендуют там на какие-то должности, наверное, претендуют на то, что где-то они в какую-то долю на госпредприятие войдут. Ну, это всегда у нас, наверное, тогда. Всегда так, вот последние годы, мне кажется, вот именно вот по такой циничной схеме формировались избирательные штабы. Я не исключаю, что среди числа людей, которые поддерживали нашу команду, были и те люди, которые имели определенные надежды и амбиции в такого плана. Но у них не было никакого подтверждения. Я вам открыто могу сказать, что ни с кем никаких кулуарных договоренностей я не имел. Есть другая сторона. Мы видели открыто, когда шел торг, значит, за кресло премьер-министра, за ключевые позиции. И это, кстати, после инаугурации мы имели возможность наблюдать, когда страна находилась в эпидемии, когда надо было принимать срочные решения, занимались люди распределением сфер влияния. До сих пор, по-моему, идет формирование, уже почти год. Сейчас вторая волна обещает до конца года еще. То есть это же было сразу понятно, Инал, что это не поедет эта история, не получится так. Это может сыграть где-нибудь в Италии, где в 16,5 раз уровень жизни лучше, чем в Абхазии, там какие-то коалиции и так далее, и так далее. Печально может это все закончиться. Я вам скажу, пример такой приведу. Я вот недавно сидел, смотрел, думаю, а чем занимались в Карабахе за несколько дней до войны? Вот мне было интересно. Вот у них 27 сентября началась война, вот чем они жили? Так вот, 25-го, по-моему, за 2-3 дня до начала боевых действий, там две партии, которые прошли в парламент, они вели переговоры о каких-то коалициях, о каких-то политиках. В общем, занимались вот примерно тем, чем за 2 дня до катастрофы, понимаете. Вот я не хочу никого пугать, но нам надо этим перестать заниматься. И эта история, сегодняшняя команда в таком составе, которая сегодня, она уже не сможет ничего сделать того, чего мы от них. Но все-таки, мне кажется, этот кризис не сейчас созрел, он долго шел. Мы долго шли к этому кризису. И мне кажется, все-таки из-за того, что так и не были сформулированы цели и задачи, которые стоят перед абхазским обществом, государством и перед любой властью. Вот чем, допустим, вы отличаетесь от нынешней власти, да? И вот я в прошлый раз, и вот во все эти кризисы, я тоже вот концептуально никак не мог понять, и прошлое, когда нынешняя власть была оппозицией, не мог понять, в чем же, в общем-то, разница, кроме того, что, кроме самого отношения к власти. То есть одни во власти, другие в оппозиции. Вот в чем разница у вас? Справедливый вопрос. И
последние годы, десятилетия, они как раз говорят о том, что большого отличия нет. И как раз вот сейчас сегодняшняя команда, которая очень яростно критиковала власть, используя любой повод, ломала калитки, там, окна, двери все 5 лет, придя во власть, не то что не улучшила ситуацию, а еще гораздо больше усугубила ситуацию. И этот вопрос закономерен. Чем мы отличаемся, я вам скажу. Я вам уже до этого говорил, у нас подходы немножко другие. Мы исходим из того, что политики, вот я могу себя назвать политиком, который не имеет никаких политических обязательств перед определенными теневыми группами абхазской вот, внутренней политики. Есть очные, есть закрытые теневые группы влияния. Никаких отношений ко мне они не имеют. И к той команде, которой мы сегодня являемся. Первое. Второе. У нас есть четкое программное видение того, что надо делать. У этой власти этого программного видения нет. А где можно... А это все было опубликовано в нашей предвыборной... Исходим из того, я вам коротко скажу. Вот коротко, чтобы всем было понятно. У Абхазии, как у государства маленького, он свой определенный особый путь. У нас нет возможности, как у России или там, у Казахстана, Азербайджана, эксплуатировать природную ренту. На основе природной ренты там, мы, как государство, обязаны, если хотим быть конкурентоспособными, на базе вот этих традиционных отраслей, которые есть в экономике, создавать добавленную стоимость, товары и продукты и услуги, которые будут конкурентоспособны и более привлекательны, нежели российские и на российском рынке, на рынке стран СНГ. Все, вот наша задача в экономике. Как это сделать? Это все написано уже в программе. Вот то, что мы делали еще в 2017, 2018 году, в 2019 году. Ведь 2-3 года мы назад о чем спорили, Инал? О том, что есть стратегия утверждена, но нет программы. То есть вот мы медленно шло это все. Это тоже отдельная тема, почему шло. Но мы об этом говорили. А вы посмотрите, о чем мы говорим сегодня, сейчас. Как дать людям свет, как пережить зиму. То есть разница чувствуется. А что делать, мы очень хорошо знаем. И в данном конкретном случае без программы действий, вот мы несколько раз обращались в правительство, где антикризисный план действий, где программа, ничего, никакого ответа, ни привета, ничего нет. Но какие тогда ваши действия будут? У нас привыкли, что оппозиция, вообще любая абхазская оппозиция, это всегда митинги, это всегда как бы давление масс у комплекса правительственных зданий и так далее, какие-то ультиматумы, еще что-то. Но при этом вы сейчас говорите, что вот эти штурмы президентского дворца, это не про нынешнюю оппозицию. Какие методы вообще оппозиционной борьбы будут? Я вот сейчас, буквально опять же вчера прочел, что это ваши слова, наш президент неправильно толкует тишину. Да, это не мои слова. Это слова Аслана Абжани. Аслана Абжани, который вы привели по поводу предыдущего президента. Аслан Абжани, будучи в оппозиции, говорил, что вот когда там были 2-3 месяца тишины, он говорил, наш президент неправильно толкует тишину. Я надеюсь, что нынешний президент, который говорил об этом, он правильно истолкует эту тишину. И это не угроза. Мы что будем делать? У нас есть парламент. Я, кстати, у нас будет встреча в ближайшие дни с парламентом. И я считаю, вот на данном этапе, те лица, которые имеют ответственность за принятие вот решения по легализации майнинга, вот этому абсурдному решению, они должны уйти в отставку. Есть парламент, у него есть право выразить вотум недоверия отдельным членам кабинета министров и правительству в целом. Лица, которые имели отношение к принятию этого? Естественно, да, естественно. Кто инициатор был, кто принял это решение? А как определите, согласно? Естественно, там же есть документооборот, есть министерство, которое инициировало, есть кабинет министров, который это утверждал, премьер-министр, есть там вице-премьеры, есть администрация. Это легко все очень. Но если это сам президент вдруг решил, он тоже должен идти в отставку? Я думаю, да. Но, мне кажется, никто не уйдет.
Дальше что? Дальше что? Вот я же говорю, что мы будем пытаться не допустить. Но это не значит, что мы в этом своем желании, я не смогу остановить людей. Вот, Инал, я куда ни приезжаю, хочу вам сказать, что люди говорят, нужны жесткие действия, нужны жесткие действия. Не все понимают геополитику, политику, они говорят сегодня и сейчас, да, я их понимаю. Но вот мы попытаемся сделать все, чтобы сохранить ситуацию в цивилизованных рамках. Если власть в лице президента не услышит нас, не услышит парламент, и тот же парламент не услышит своих избирателей, которые сегодня сидят без света, и ответственные лица за это восседают на своих креслах спокойно, а по абхазскому телевидению ничего об этом не говорится. То есть вот эти все вещи, если будут игнорироваться, то хочу я этого, хотите вы этого или нет, народ придет и напомнит о себе, как это часто бывает. К сожалению, я очень надеюсь, что Аслан Георгиевич, учитывая свой опыт оппозиционера, он правильно все это истолкует, то, о чем я сейчас тоже говорю. У нас, к сожалению, вот два предыдущих президента, они недооценили ситуацию. Пока этот руководитель первого отдела охраны президента не зашел к нему в кабинет и не сказал, что пора уносить ноги, вот до президента это не дошло, к сожалению, к большому, потому что каждый переворот — это огромный удар по нашей государственности, огромный удар по позиции президента переговорной за пределами Абхазии, потому что, ну, вы сами понимаете. Да. То есть, и вы помните, что я и говорил о внешней, на парад мы ездили. Очень важно, чтобы на внешнем контуре мы укрепляли свой авторитет. Это же все прагматично. Если президента у нас будут свергать каждые 2 недели, ну кто будет в России с ним разговаривать? Начальник департамента, министерства какого-то там, третий заместитель. Не будет серьезно никто его воспринимать. Ну, вот это все надо учить. И у президента сегодня, у Аслана Абжани, к большому сожалению, вот то, что я вижу, то и скажу, он ушел в выполнение своих политических обязательств не перед избирателями, а перед вот этой кучкой приспособленцев, политических разных игроков. Хотя в команде сегодня власти есть очень много людей, которые переживают за то, что происходит. И так же, как и мы с ними общаемся, они выражают свою точку зрения. Вот вы знаете, там и помощники президента, и советники некоторые уже открыто выражают свою позицию. И есть и другие люди, которые это говорят. Это не всех касается. Но сегодня, к сожалению, преобладает вот это. Аслану Георгиевичу, у него есть выбор. Или он освободится от вот этих вот всех паразитов, или же будет то, что было. Все, альтернативы нет. Это не от Адгура Арзанба и не от Инала Хашик зависит. Это зависит, это мы научили так. В том числе и Аслан Георгиевич Абжанян сам лично. Вот он сам как бы виноват в том, что происходило все эти 6 лет оппозиционной деятельности, когда митинг за митингом. Ну зачем было штурмовать МВД? За то, что Леонид Дзябшев сказал, что там на референдуме не голосуйте? Ну, это понятно, что в прошлом было, но как избежать того, чтобы, допустим, у нас этого не произошло? Нет ли другой альтернативы, допустим, просто прийти там к президенту и сказать: Аслан Георгиевич, давай обсудим? Есть такая альтернативная, и много раз мы этим пользовались. Но вот возьмем, давайте, абхазское телевидение. У нас сегодня есть возможность, я не говорю про оппозицию, есть возможность выражать свою точку зрения. Нет такой точки. Ну, дискуссий там нет. Но абхазское телевидение, оно классическое абхазское телевидение. Если посмотреть абхазское телевидение сегодня, то вот если складывается такое ощущение, что оккупационные войска Грузии нанесли Абхазии меньше вред, чем власть за последние 6 лет. Но только я не увидел слезы сожаления у руководителей страны, когда они перерезали ленты, там, открывая Гагрскую школу, Афонский садик, когда объявляли, что освещена будет трасса до Ачимчиры, когда вот сейчас станция сгорела, Сухум-1. Откуда это оборудование взялось? А кто это все сделал, если не прошлая власть? Ну, ошибок было много. Кто с этим спорит? Но говорить о том, что совсем все пропало, и все, что сегодня происходит, это виновата только прошлая власть, ну это никуда не годится. Прошлая оппозиция требовала определенное время эфирное, да? Вы тоже сейчас будете требовать? Если вы так не попадаете на... Вот это требовать, конечно. Но мне кажется, все-таки, да, я понимаю, что это слишком как-то... Ну, да, хакоцуроп, но все-таки
телевидение не может быть все-таки, согласитесь, что мы все время, каждая любая власть пытается использовать телевидение как некий рычаг. Согласен. Хвали. Да. Хвали Но власть, рассказывая о можем, достижениях. Но дай возможность высказать альтернативную точку зрения по тем или иным Но вопросам. все-таки, наверное, для этого, опять же, система должна государственного телевидения поменяться. Может, это общественное телевидение или что-то такое. Это где просто оно- желание главы государства нужно для этого. И все, больше ничего не надо. А Это мы можем сколько желание хотите. общества, там, целесообразность политическая, там, я не знаю. Но есть Может, еще оно обратная подействует? сторона, Инал. Вот то, что происходит на телевидении, при всем уважении к руководителю, была передача Айзера, помните, где люди приходили в альтернативные точки зрения. Почему сейчас это нельзя сделать? Из-за пандемии. А почему пандемия не помешала, допустим, когда амнистию обсуждали, там ругали парламент? А что будет, если парламент объявит вотум недоверия руководителю абхазского телевидения? Или возьмет вот сейчас в бюджете на 2021 год, урежет финансирование абхазского телевидения в 2 раза? Что будет коллектив абхазского телевидения говорить своему руководству? Зачем до этого доводить? Вот я считаю так. И я это говорю не просто на пустом месте. Будучи министром экономики, я всегда посещал оппозиционные площадки, круглые столы и выражал точку зрения. Это может подтвердить любой оппозиционер. Как журналист, который приходил в Министерство экономики, получал всю информацию. А самое, наверное, открытое министерство было, ну, вот так было, скажем. Я считаю, что если власть сегодня что-то делает, то для меня было бы радостью рассказать, воспользуясь тем, что есть оппонент, утвердить свою правоту, утвердить то, что я делаю. Это прекрасная возможность. Вообще, скажу вам так, сегодняшняя оппозиция – это большой подарок для власти, которая хочет сделать что-то хорошее для народа. Я вот на этой, наверное, ноте все-таки завершу этот разговор. Я думаю, все-таки, наверное, это тоже, наверное, я не хотел бы там как бы на каких-то печальных, да, нотках минорных останавливаться. Все-таки хороший подарок для власти, я думаю, тоже это как бы какой-то, наверное, более бархатный сигнал о том, что нужно в этой стране сообща нам делать.